Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши Ипшара. Сегодня в программе. Документ ратифицирован. Владимир Путин подписал соглашение о социально-экономическом развитии Республики Абхазия на 2022-2025 годы. По итогам заседания Межправкомиссии подписан протокол по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В Сухуме состоится 8-й юбилейный съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. В селе Лашкиндар почтили память героя Абхазии Мушни Хварцке. Президент Аслан Бжания провел рабочую встречу с руководителями силовых структур и членами Совета Безопасности. Обсуждался широкий круг вопросов по безопасности страны. Президент Российской Федерации Владимир Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития этой республики на 2022-2025 годы, сообщает РИА Новости. Соглашение должно стать единым унифицированным межгосударственным соглашением, регулирующим вопросы оказания финансовой помощи на реализацию мероприятий госпрограммы, в первую очередь по поддержке отрасли экономики республики, по развитию системы кредитования и созданию системы налогового администрирования в Абхазии. 6 декабря в Москве состоялось 19-е заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией под председательством премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваба и заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. По итогам заседания подписан протокол 19-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Рады приветствовать всех коллег наших и друзей в Москве. Я хочу сказать, что, безусловно, работа не останавливалась в этот период. Она проводилась дистанционно, решались вопросы оперативно. Несмотря на ограничения, которые были связаны в том числе с ковидом, удалось выстроить эффективное взаимодействие наших коллег, достичь неплохих результатов. При поддержке Российской Федерации в Республике Абхазия реализуются проекты в рамках инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Эта работа будет продолжена, безусловно. Уже сверстана инвестпрограмма на очередной цикл. Разработана и утверждена государственная программа социально-экономического развития Республики Абхазия на период до 2025 года. Она объединила в себе все инструменты для развития экономики республики и повышения качества жизни ее граждан. Российские и абхазские коллеги плотно работают над выполнением программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства с российским. Эта программа была подписана на полях встречи президентов наших стран Владимира Путина и Аслана Бжании. Эти документы являются крепкой основой для поступательного развития наших союзнических отношений по всем направлениям. Задают векторы дальнейшей совместной работы, направленной на ускорение интеграционных процессов. Их полноценная реализация должна способствовать решению наиболее важных для Абхазии проблем, связанных с развитием промышленного производства, продвижением малого и среднего бизнеса, туризма, модернизацией энергетической системы. Сухум наш стратегический партнер и союзник. Ритмично развивается политический диалог, взаимодействие в оборонной и внешнеполитической сфере, торгово-экономические связи, культурно-гуманитарные обмены. Несмотря на геополитические вызовы, Абхазия продолжает устанавливать и поддерживать контакты с зарубежными странами, активизировалось межпарламентское сотрудничество. В октябре и декабре этого года состоялся обмен официальными визитами руководителей парламентов двух стран. В сфере торгово-экономического сотрудничества между нашими странами констатируется устойчивая положительная динамика. За 9 месяцев этого года товарооборот с Абхазией увеличился на 41,3% по сравнению с прошлым годом.
Россия оказывает Абхазии масштабную финансовую помощь в целях ее становления как современного, демократического и, самое важное, экономически состоятельного государства. Хочу заверить, что, несмотря на все объективные сложности, мы продолжим предоставлять абхазским друзьям необходимое содействие для обеспечения финансовой стабильности в республике, совершенствования институтов государственного управления, модернизации инфраструктуры. Межправительственная комиссия, которую мы сегодня проводим, это эффективный инструмент для решения конкретных практических задач в социально-экономической сфере, стоящих на повестке двусторонних отношений. Повторюсь, что вижу в нашей работе большую перспективу. И уверен, что наша слаженная работа продолжит приносить хорошие результаты. Уважаемый Александр Валентинович, уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы с утра провели большую работу, которая является подтверждением того, что уже длительное время Российская Федерация оказывает существенную помощь Республике Абхазия в развитии, в укреплении экономического суверенитета, в ответах на внешние и внутренние угрозы. Можно говорить о любой отрасли и подтвердить, что присутствие и участие России в развитии той или иной отрасли очень большое. Это и курортная сфера, это и сельское хозяйство, это и промышленность. Уверенно чувствуют себя наши пенсионеры. Россия в течение, как я уже говорил, длительного времени постоянно выполняет все свои обязательства. И сегодняшний разговор в узком составе межправкомиссии еще раз подтвердил, что круг вопросов, он не уменьшается, и мы расширяем наше совместное сотрудничество по многих темах. Это и от энергетики до сельского хозяйства, это туризм и многие-многие другие жизненно важные сферы. И на сегодняшний день мы полны решимости это сотрудничество продолжать. И, надеюсь, наш разговор в широком составе будет таким же предметным, как и до этого. Спасибо. Программа гармонизации, принятая в 2020 и всех наших ведомств, и законодательных органов, и Российской Федерации, Республики Абхазия, для того, чтобы лучшие практики, лучшие стандарты в правоприменении и в законотворчестве, в первую очередь те, которые применяются в Российской Федерации, были внедрены в законодательство Республики Абхазия, в первую очередь для того, чтобы граждане и бизнес наших стран чувствовали себя максимально комфортно, чтобы надзорные деятельности минимально различались, а главное, мы заинтересованы в том, чтобы правовое пространство республики позволяло привлекать как можно больше частных инвестиций для того, чтобы инвестор чувствовал себя защищенным. Является ключевым для того, чтобы Российская Федерация могла полноценно оказывать ту помощь, о которой говорили сопредседатели в начале нашего заседания. Это и повышение уровня заработных плат, то есть повышение УТов и создание новых инфраструктурных объектов. Это и привлечение инвестиций, поддержка инвестиций. С 7 по 9 декабря в Сухуми пройдет 8-й юбилейный съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. В рамках программы съезда команды ВАК во главе с председателем Высшего совета Мусой Экзековым посетили Общественную палату республики и Государственный университет. В преддверии открытия юбилейного 8-го съезда общественной организации делегация Конгресса во главе с председателем Мурсой Экзековым провела встречу с членами Общественной палаты Абхазии. Политические и общественные деятели поздравили председателя Высшего совета и команду ВАК с юбилеем. И, открывая мероприятие, секретарь Общественной палаты Гули Кичба вручила Мусе Экзекову поздравительный адрес от Общественной палаты по случаю 30-летия со дня основания Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Для меня, для всей команды сегодня, конечно, большая возможность и большая радость, искренняя благодарность безграничная вам, что можно сегодня от всей души, с открытым сердцем поговорить о насущных вопросах, о насущных проблемах.
За прошедшие 5 лет работы организация реализовала сотни проектов, направленных на укрепление этнокультурного единства, сохранение и развитие языка, традиций и обычаев абхазо-абазинского и убывского народов. Для осуществления этих и других целей Всемирный абхазо-абазинский конгресс открывает представительства по всему миру. В первую очередь мы изучаем, какая проблематика в каждом населенном пункте. В первую очередь тем, кому нужно прямо сегодня и сейчас помогать, мы уже сходу стараемся делать это. Учимся делать это, подключая, понятно, что местных там, активистов. И потихонечку вовлекаем в этот процесс все население. В постпандемийный период реализовано 107 проектов на территории Абхазии. Это вот в 54 селах. Практически во всех сферах государственного строительства. В ходе встречи были обсуждены многие актуальные и важные темы. Детально участники коснулись одной из ведущих целей ВАК – укрепления связей соотечественников за рубежом с исторической родиной. Вопрос возвращения в Абхазию соотечественников стал одним из главных. По словам Мурсо Игзекова, для успешной работы в данном направлении необходима консолидация государственных и общественных сил. Мы очень переживаем и хотим, чтобы все наши братья и сестры могли бы иметь возможность возвращаться на историческую родину. Для того, чтобы системным образом наши дорогие братья и сестры могли бы приезжать и комфортно устраиваться, нужно создавать инвестиционный климат, нужно создавать возможности для развития отраслей. В завершении встречи председатель Союза журналистов Руслан Хашик принял Союз журналистов Республики Абхазия, коллег из Карачаева-Черкесии, Фардауз Кулову и журналиста Руслана Клычева. После встречи в Общественной палате делегация ВАК во главе с Мурсо Игзековым отправились в Абхазский государственный университет на встречу с руководством АГУ и профессорско-преподавательским составом. Конгрессу 30 лет. Это, конечно, немалая цифра. Это юбилей. И еще более отрада, что это и наш юбилей. Мы думаем, что это и для абхазов, нас разделять нельзя. Безусловно, немало вами сделано, но даже не это главное. Главное – это желание и возможность вместе творить, вместе делать уже нашу, уже современную историю. Вот так тепло встретили студенты АГУ председателя ВАК Мурсо Игзекова. Сегодня, можно сказать, двойной праздник. ВУЗ в этом году отмечает 90-летие, а Конгресс – 30-летие. Я горд очередной раз быть вместе с вами в этих удивительных стенах Национального университета. Пользуясь случаем, лично хочу еще раз поздравить с очень ярким, очень солидным юбилеем 90-летия. Это очень авторитетное, очень значимое событие, потому что университет с каждым годом становится популярнее, интереснее, больше возможностей, и это благодаря многоуважаемому Олегу Алексеевичу и его команде. В ходе беседы декан отделения искусств АГУ Нукзар Логу рассказал о знакомстве и сотрудничестве с Мурсо Игзековым. Речь также шла о поддержке, которую Игзеков оказал в установке мемориала «Мать Победы» в селе Тамыш, посвященного воинам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Вот в кабинете у него стоит до сих пор отлитый в бронзе уже эскиз рабочая модель этого памятника. Я руководил этим проектом, и у нас уже все было подготовлено для осуществления, и рабочая модель, и так далее. Но моя супруга была автором этого проекта. Но когда Сергей Васильевич вступил в должность, и меня как министра и художника позвал, и он уже знал, что надо осуществить проект. И я говорю, мы готовы работать, только надо финансировать. Он подумал, дай мне время, говорит, я как-нибудь, говорит, найду возможности. И через некоторое время мне говорят, что есть такой
Муса Хабалевич Экзеков в Санкт-Петербурге, который готов нам помочь в этом. Вот с этого момента, конечно, я его не знал, слышал, но не знал лично его. Мы приехали в Санкт-Петербург в свое время, и по телефону мы с ним поговорили, и он четко и ясно все расклад дал мгновенно, как деловой человек, без лишних вопросов. В завершении визита Муса Экзеков поделился планами на тесное сотрудничество Абхазо-Абазинского конгресса САГУ. Рада Чачава, Алексей Баструков, Гугут Савардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Союз журналистов Абхазии провел пресс-конференцию председателя Высшего совета ВАК Мусы Экзекова, на которой были подведены итоги деятельности Конгресса за 5 лет. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс реализует проекты в различных сферах: образовательные программы, благотворительные акции, спортивные, культурные, памятные мероприятия. Однако самым большим достижением председатель Высшего совета ВАК Муса Экзеков считает то, что команда конгресса состоялась. Главная заслуга – это все-таки команда, это ребята, которые, скажем так, создают фундамент будущего. Это вообще великое счастье, когда ты можешь четко, совершенно на 100% доверить ребятам, дать задание, и они это все выполнят в лучшем виде. Муса Экзеков рассказал о работе 8-го съезда Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Будут внесены изменения в устав, избран председатель ВАК и новые члены Высшего совета. Кроме того, пройдет ряд встреч, круглые столы. Муса Экзеков коснулся и вопроса репатриации. Один из главных факторов возвращения наших соотечественников на родину – создание благоприятных условий, считает Экзеков. В первую очередь в Абхазии мы должны создать инвестиционный климат хороший, который позволяет развивать различные направления отраслей. И исходя из этого, для того, чтобы работать в этих отраслях, мы уже с удовольствием можем приглашать специалистов, наших братьев и сестер с Турции, из других регионов. Но если мы не будем планово и системно работать над этим вопросом сегодня, то и этой перспективы не будет. А демографический вопрос, он становится острее и острее. Говоря о взаимодействии Конгресса с абхазскими СМИ, Муса Экзеков отметил, что за 5 лет было достаточно информационной поддержки от СМИ, и он выступил за укрепление сотрудничества новыми совместными проектами. Я бы хотел предложить новый формат, который мы подготовим со своей стороны и предложим вам, чтобы мы побольше показывали, информировали население и с акцентом на то, что мы бы создавали такие возможности. Я повторю, что много хороших примеров есть, что мы побольше положительной информации доносили до населения. Я уверен, что хорошая положительная информация несет здоровье населения. Я предлагаю очень плотно взаимодействовать, и если нужно там какой-то формат дискуссионного клуба создавать на эту тему тоже, пожалуйста, мы со своей стороны предложим. В ходе пресс-конференции председатель Высшего совета ВАК Муса Экзеков ответил и на другие вопросы журналистов, касающиеся культуры, литературы, сохранению языка. Аля Катрапш, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. 30 лет прошло со дня трагической гибели легендарного воина, героя Отечественной войны народа Абхазии Мушни Хварцке. На месте его гибели в селе Лашкиндар прошел митинг почтить память Мушни Хварцке. Пришли представители Министерства обороны, ветераны, близкие и друзья Мушни Хварцке. Сегодня исполнилось 30 лет со дня гибели героя Абхазии, историка и археолога Мушни Хварцке. Уже по сложившейся традиции в этот день Министерство обороны Абхазии приезжает на место гибели героя, чтобы почтить его память.
Имя Мушнихвардске стало образцом мужества и самоотверженности, доблести и чести, преданности и беззаветной любви к родине. Историк и археолог, он занимался исследованием эпохи каменного века, работал в Ленинградском отделении Института археологии и учился в аспирантуре. После публикации результатов проведенных им исследований Мушнихвардске обратил на себя внимание археологов Абхазии, России и всего Кавказа. Мушнев входил в число руководителей Национально-освободительного движения Абхазии. По своей природной интуиции и, учитывая сложившуюся ситуацию в Абхазии, предсказывал неизбежность грузинской агрессии и был морально готов к ней. В 1991 году в марте месяце по поручению Народного форума Абхазии я должен был выехать в Питер. Мушнев уже в тот момент занимался скупкой оружия у продажных чиновников, у криминала. У него способность была со всеми найти общий язык. И по Ленинграду тогда, он назывался Ленинград, по разным заброшенным местам делал схроны. Когда мы приехали туда, он эти схроны начал собирать в одно место, чтобы перекинуть это оружие в Абхазию. Мы должны были его перевести. И вот момент, который характеризует его. Стоим на Невском проспекте, март месяц, холод, ветер такой пронизывающий, дует с Невы. А у нас коробка из-под холодильника «Норд», огромный холодильник большой, полностью забито оружием. Прямо в нашу сторону движется милицейская канарейка. Муж не разворачивается и быстро навстречу идет этой милицейской машине, машет, останавливает. Мне было холодно, но в этот момент, когда я это увидел, меня в жар кинуло. Останавливает машину, о чем-то разговаривает с патрулем. После чего патруль подъезжает к нам, помогает нам загрузить эту коробку с оружием в милицейскую машину и везут непосредственно к вагону, на Московский вокзал, к вагону, где мы должны были сесть и уже двигаться в сторону Адлера. Всю дорогу он им рассказывает о археологии, о том, что едут на раскопки, как это делается. А я про себя думаю, не знаю, какой ты археолог, до этого мы в этом плане не сталкивались. Но психолог ты великолепный в тот момент, эти мысли. Они помогли нам загрузить, и мы без происшествий доставили, в принципе, оружие в Абхазию. Когда началась война, он становится одним из организаторов народного ополчения. Сначала Мушни командовал отдельным батальоном специального назначения. Затем, по указу Владислава Ардзенба, его назначают командиром Гумистинского оборонительного рубежа. Его дерзкие и хорошо продуманные рейды во вражеский тыл наводили страх и ужас, сеяли панику среди противника. Мушнихвардске руководил боевыми операциями и в то же время занимался формированием Гумистинского фронта. Такие люди, как Мушнихвардске, рождаются один раз в 100 лет. Он храбрый сын своего народа, память о котором мы будем хранить всегда, отметил полковник в отставке Сергей Аршба. В начале войны, когда еще не организованы были наши само руководство, только-только шло формирование, налаживались все цепочки связи. Еще не было как такового Министерства обороны, а был просто ополченцы. Группа, которая стояла в районе Верхнеишерского моста, стала отходить. Муж не узнал об этом, резко выдвинулся в этом направлении, спросил, кто командует. Вышел один из наших командиров. Муж не вытаскивает пистолет, ставит его к колбу нашего командира и говорит: был Советский Союз, мы были защищены, была партия, мы были организованы. А теперь что, у нас ничего не осталось абхазского? Мы что, так просто сейчас отойдем от этого места? Давайте назад на свои места. Я вам такую команду не давал. Вот эти вот два момента из жизни, из того периода, в который мы с ним были близко знакомы, характеризует его как человека, как мужчину, как
воина. В октябре 1992 года Мушнихвардский направляют в Восточную Абхазию. Он сформировал боевой отряд и стал организовывать вылазки на вражеские позиции. В конце ноября 1992 года на Восточном фронте сложилась непростая ситуация. В районе населенного пункта Китыван, села Кочары, сванские боевики перекрыли дорогу жизни, единственную из села Джгярды в Тхуарчал. Необходимо было немедленно освободить дорогу, имевшую стратегическое значение. Операция была успешно реализована, но на этом враг не останавливался. Грузинские войска систематически нападали на село Лашкиндар. 6 декабря 1992 года противник предпринял крупномасштабное наступление. В этот день в бою по освобождению Сопки погиб Мушнихвардский. Так получилось, что после взятой Кочары при проведении операции практически села Лашкиндар погиб. Враг выбрал его именно специально, как будто знали, кто он, что, что. Может, и разведка. Нам очень сильно не хватает, а вот таких у нас мало. Вышли партии. Гибель Мушнихвардский – утрата не только для его родных и близких, но и для всего абхазского народа. Мушнихвардский посмертно награжден звездой Героя Абхазии. Лаура Капш, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение. 7 декабря в 9:30 в парке имени Тараса Шамба в Сухуме состоится открытие памятника общественному и политическому деятелю Абхазии и России Тарасу Шамба. Комиссию по увековечению памяти ученого возглавляет вице-президент Бадра Гунба. Жители Абхазии изъявили желание принять участие в организации гуманитарной помощи к Новому году для жителей ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По поручению президента Аслана Бжаня в районах Абхазии будут организованы пункты приема мандаринов. 8 декабря в четверг с 10 до 18 часов жители районов смогут принести свой урожай мандаринов по адресам: Сухумский район, село Гумиста, Абхаз-Табак, в городе Учимчира, улица Шинкуба, 65, площадь перед администрацией города. В Гудауте по улице Гулия, Гудаутская автостанция. В городе Гал, улица Леона, 1, площадь возле Дома культуры. Город Гагра, совхоз Адзапш. По данным адресам будут находиться пункты приема гуманитарной помощи. Выбраны лучшие работы абхазских художников за 2022 год. Скульптура художника Виталия Дженя «Весна» по решению художественного совета заняла первое место в конкурсе. Итоги отчетной выставки «Лучшая работа года» подвели в Центральном выставочном зале. Подробности в репортаже Сарии Кварцхели. Премия «Лучшая работа года», направленная на поддержку и развитие изобразительного искусства Абхазии, присуждается уже более 20 лет. Творческое состязание – это хорошая практика, но достаточно условная. Ведь главная цель – выявление лучших работ молодых художников и признанных мастеров для дальнейшего приобретения их Государственной национальной картинной галереей как часть современной истории искусства Абхазии. Живопись, графика, керамика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Очень много направлений, среди которых профессиональное жюри должно было выбрать 3 лучшие работы. Комиссия, которая, согласно положению Министерства культуры, работает, она выбирает и работы, которые в зале будут тоже. И затем уже из этих работ выбирает лучшие. Более 20 художников приняли участие в конкурсе. Все работы должны были быть написаны именно в 2022 году. Некоторые мастера представили на суд профессиональной комиссии сразу по несколько картин. В итоге лучшая работа 2022 года у Виталия Дженя. Он представил скульптуру женщины с цветком, символизирующим весну. Отмечая важность данного мероприятия, Виталий Дженя вспомнил, как создавалась идея премии «Лучшая работа года». 2001 года при Владиславе Григорьевиче было вот это придумано. Когда официально написали письмо ему, послали, и он когда увидел, вызвал меня и сказал: я очень рад, что вы придумали такое мероприятие, которое будет поднимать
дух художника. Второе место заняла работа «Золотая палитра» Руслана Габлия. Помимо этой работы художник представил еще одну картину с необычным названием «Дедушка и Амквабха». В своей работе художник изобразил своего деда, который всегда надевал башлык, а Амквабха – место в селе Отхара, где маленький Руслан проводил свое детство. Мне приходилось там тохать, мне приходилось там пахать. Я стоял, когда меньше был, впереди быков там, когда поле пахали. То есть это место для меня такое связано с детством, с жарой. И там место есть, где родниковая вода. И с этим вкусом этой воды. И когда не стало моего деда, это место мы перестали там пользоваться этой землей. Она как-то заросло все это. И виноград колючками зарос. Вот вы по памяти рисовали, получается? Да. Но у меня в голове это всегда какое-то такое чудное, детское, жаркое, красное. Я не знаю почему, но она связана всегда с работой, с трудом и с жарой. Третьего места удостоился художник Виссарион Свижба и его произведение «Абхазо-грузинская война в Могвах», 1918 год. На выставке также от лица представительства Россотрудничества в Абхазии была награждена грамотой за многолетний труд и вклад в развитие декоративно-прикладного искусства Людмила Будяк. В этом году в отчетной выставке члены Союза художников Абхазии представили 35 работ. Выставка продлится до 13 декабря. Сария Кварцхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Школьники из Гулрыпша, Сухума и Гичрипша приняли участие в викторине, посвященной годовщине в битве под Москвой. Мероприятие прошло в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы». В ходе викторины участники отвечали на вопросы, касающиеся темы битвы под Москвой, в частности, ее хронологии и подвигов советских воинов. Первое место заняла средняя сухумская школа номер 3 имени Воронова. Каждый участник викторины получил грамоту и сувенир, на победителей электронные книги. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 7 декабря на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями. Погода без осадков. Температура воздуха ночью 3,8, днем 9-14 градусов. Температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.